Ну вот, дорогие друзья, мы подошли с вами вплотную к празднику Рождества Христова. Позади у нас за плечами 40-дневный рождественский пост. Он нужен нам для того, чтобы сосредоточить свои сердца, чтобы быть на посту, на страже своей души, чтобы не влезали туда скверные и суетные помыслы, чтобы мы сберегли свой дворец, свой храм душевный для вхождения туда Господа Бога. Также на посту были и люди тысячелетиями, ожидая спасения, ожидая того, через которого можно будет прийти к Царству Небесному. Можно будет прийти к спасению, к бессмертию. Можно будет прийти к совершенству. Тот, кто скажет: будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, и к своим словам подаст свою небесную благодать, даст нам возможность идти к этому совершенству. Мы читаем первую главу Евангелия от Матфея, и там говорится, что Он спасет людей своих от грехов их. Да. Грех – это то, что губит нас, то, что затемняет нас, то, что нас делает рабами смерти. И Христос нас спасает от грехов. Он и правильную дорогу нам показывает, чтобы мы знали, что такое не грешить, что такое любить. И Он дает нам прощение грехов. Он пришел для того, чтобы нам дать прощение грехов. Просто так, за веру. Ни за что. Только лишь за веру. За веру в то, что Он так любит нас, и мы должны также Его любить. И тем, кто верит, Он прощает. Без долгов, без отсрочек, без каких-либо расплат. Просто прощает. Разумно было бы и справедливо, если бы все люди платили за то, что они совершили ту же самую цену. А что может заплатить, например, человек за 5 убитых детей? За 5 совершенных абортов? Он не может за них заплатить. Потому что у него всего одна жизнь. То есть грехи наши могут превышать даже ценность, достояние того, чем мы сами владеем. Поэтому нам и нужен был Спаситель. И он должен был быть таким, который подобен нам. Ведь если бы это был далекий, недоступный Бог, вот неощутимый, неосязаемый, мы бы слушали, восхищались, вдохновлялись, но мы бы также от Него оставались далеки. И мы сегодня из послания евреям читаем слова апостола Павла, что он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. То есть во Христе Бог дает нам эту жертву, и наш теперь шаг – принять, поверить, увидеть, умилиться сердцем, умилиться и жить по Его словам, тогда Бог действительно нам все прощает. В том же послании мы читаем, что многообразно и многократно говоривший в пророках, Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне. То есть Бог разговаривает с человечеством, разговаривает через пророков, разговаривает через святых людей. И в последние дни, то есть настало вот время покаяния, время церкви, время спасения, можно сказать, заключительная эпоха существования человечества. Хотя мы не знаем, сколько она будет по продолжительности, это во многом зависит от нас. Но совершилась полнота откровения. Во Христе Бог открыл нам все, что только возможно, все, что нам нужно и необходимо. Поэтому Божье Слово, Священное Писание Нового Завета – это полнота Божественного откровения, которое уже невозможно ничто не добавить, и от нее ничего нельзя убавить. Все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса, пишет в послании к Галатам апостол Павел, мы усыновляемся Богу, мы делаемся Ему родными, мы восходим прямо к Нему, мы идем в дом нашего родного, создавшего нас когда-то Отца Небесного. Творца. Бог Творец, Он сотворил весь мир. Как
странно, как нелепо думать, что что-то может появиться само по себе. Сегодня пришла это в голову мысль. Покажите хоть что-нибудь вокруг, что появилось само по себе. Невозможно. Возьмите любую вещь, любой предмет, у нее есть свой создатель. Возьмите любое живое существо, у нее есть свой родитель, отец или мать. Ну, может быть, про воздух только можно сказать, что он как бы появился сам по себе, но ведь это невозможно доказать. Это только теории, и ученые сказали, ну вот по такой-то теории он появился так-то. А мы скажем, милые друзья, перейдите, пожалуйста, на русский язык слово «теория», по которой этот воздух будто бы сам по себе появился. И вот все станет понятно. И это слово тоже указывает на Создателя. Созерцание Бога. Так оно переводится с греческого. Пастухи слышат слово «найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Так странно. Если бы нам сказали, вы найдете Спасителя, пойдите вот в тот хлев, в тот свинарник, и вы найдете там младенца, лежащего в кормушке для скота. Как это было бы нелепо для человеческого ума. Как это? Человек, да еще такой святой, да еще соединяющий нас с Богом, так лежит в такой грязи, в таком захолустье. Вот оно смирение Божье. То, что сегодня для нас предстает как красивые картины, иконы рождественского события, на самом деле было очень действительно скудно, и печально, и одиноко. Но вот так Бог в такой немощи, в такой тишине себя являет. Земля и небеса погибнут, а ты пребываешь. Опять из послания к евреям. Все сотворенное исчезнет. Бог все это создал, чтобы наши бессмертные души создать для себя, воспитать для себя, научить для себя. Поэтому все окружающее, все материальное действительно переменчиво. Все это наши испытания, все это наша проверка на нашу духовную пригодность. Ирод царь встревожился. В Евангелии от Матфея читаем эти слова. Тревожится мир, потому что идет борьба за души. Вот Христос пришел, чтобы души наши заблудшие, оскудевшие любовью, привести обратно на небеса. Идет борьба за наши мысли. И Он предлагает нам, через слова евангельской проповеди, предлагает нам сделать Его царем над нашими мыслями. Мысли наши очисти, мы просим в молитвах. Святые ангели Божии, хранитель мой, ум, разум мой просвети, Пресвятая Богородица. Тоже мы ее просим об управлении нашими мыслями. А ведь мысли человека – это его духовная свобода. И как сегодня мы видим, что меняется мир, и он меняется в направлении, наоборот, как бы отъема человеческой свободы. Бог уважает человеческую свободу, а различные технологии информационные уже сегодня владеют нашей мыслью. Через телевизоры, через разные способы манипулирования людьми. И может быть уже недалеко тот день, когда злые люди научатся и напрямую входить через какие-то электронные устройства, входить в человеческий организм и уже вот как бы напрямую отнять у человека эту свободу, просто заставить его думать так или иначе. Мне кажется, эти технологии уже не за горами, а может уже существуют. Но в Боге мы, в молитве мы по-прежнему остаемся самовластными хозяевами своих мыслей, но понимая свою неспособность направить их в верном векторе, мы просим, чтобы Бог царствовал над ним. Мы сами отдаем себя, свою душу, свой разум Ему в подчинении, чтобы Он там повелевал, чтобы Он нас привел. Роль Иосифа. Встал, взял матерь, младенца, пошел в Египет. Как это важно. Мужчина, отец, наставник. Что даже здесь Господь, даже сам будучи отцом, но Он берет все-таки земного человека, чтобы он выполнял вот те функции, которые Бог доверил выполнять изначально. Мужчине, защитнику, добытчику. Здесь Господь не лишает своего Сына Божьего, на земле не лишает вот этого отцовского наставничества. Какая деликатность, какое уважение к нам, какая действительно свобода нам подарена, свобода славы Чад Божьего. Завершим нашу беседу сегодня кандаком праздника. Дева днесь привечное слово, в вертепе грядет родите неизреченно. Ликуй, вселенная, услышавши, прослави за ангелы и пастырьми, хотящего явитеся, от рача млада
привечного Бога. То есть по-русски. Сегодня Дева собирается в пещере неизреченно родить вечно существующее Слово. Ликуй и радуйся, Вселенная, услышав, прославляйся ангела и пастухами, желающего явиться маленького ребенка, привечного Бога. Встретим его в чистоте наших душ и мыслей, встретим его воздержанием телесным, еще последний день сегодня идет поста, и встретим его в усердной молитве на службах в наших храмах. Встретим его святым причащением, чтобы он вошел и спас, исцелил, сделал нас себе подобными, бессмертными и совершенными. С наступающим Рождеством Христовым!